Новые прорывы в медицине. В Якутии теперь используют современный метод удаления грыж. Благодаря ему сложнейшая операция на позвоночнике теперь занимает около часа, а пациенты выписываются в среднем через 4 дня после хирургического вмешательства. Подробности в сюжете Дарьи Короленковой. С новым методом лечения якутские хирурги теперь могут позволить пациентам двигаться без боли. Эндоскопическую операцию начали делать в центральной больнице совсем недавно. В процессе используется эндоскопическая стойка и специализированный инструментарий, позволяющий обеспечить прямой доступ. Эта операция она проводится можно проводить под местной проводниковой анестезией спинальной, и она проводится под эндоскопическим контролем, то есть с одного разреза, тем самым обеспечивая малоинвазивность, так называемую. Лучше, чем обычная операция, так как сокращаются сроки пребывания пациента в стационаре, где-то в 2 раза практически. То есть на 4-е сутки можно его выписывать. Все происходит через прокол с диаметром в несколько миллиметров. В ходе операции в межпозвонковое отверстие вставляют тубус – специальную трубку, через которую удаляют фрагменты межпозвоночного диска. Это малоинвазивно, то есть мы не воздействуем на костную структуру, и тракция нервных структур она в меньшей степени происходит, и может отсутствовать в этом виде. Татьяна Николаевна поступила с диагнозом остеохондроза с выраженным болевым синдромом. У нее была поясничная крестовая грыжа. Ей уже провели операцию, сейчас она уже свободно может передвигаться без каких-либо проблем. Немножко подтягивала сзади поясницу. Ну, так на обезболивающих. Нормально, хорошо. Игорь Спартакович меня успокоил, говорит, все будет хорошо, вырежем мы тебе твою грыжу. Нормальный образ жизни, вернешься к нормальному. Благодарю Игоря Спартаковича, что взялся за мое лечение. Надеюсь, что будет все хорошо. До конца года врачи планируют провести порядка 100 таких операций на бесплатной основе. Благодаря новому оборудованию будет расширяться эндоскопические операции не только на позвоночнике, но и на головном мозге. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск.